Якутская компания разработала автономный поломоечный роботизированный комплекс под названием «Ведроид». Он способен выполнять функции влажной уборки пола без участия человека. 3 промышленных прототипа прошли международную экспертизу. Как действуют эти роботы? Сюжет Александра Зубехина. Внутри каждого робота установлена программа, которая позволяет ведроидам в реальном времени обмениваться информацией между собой. Благодаря этому они могут принимать совместные решения. Искусственный нейрон – запатентованная технология, которая стоит внутри. Она делает комплекс уникальным и более умным. Такого больше нет нигде в мире. Они работают как в компьютерной игре. Один робот убирает одну часть карты, второй убирает вторую часть карты, третий убирает третью часть карты. В реальном времени они передают информацию, и после этого они не наезжают на ту территорию, не убирают ту территорию, которая была уже предварительно убрана. Если у них не будет заложена, например, постоянная уборка в течение определенного цикла уборок. Время работы аккумулятора – 40 минут. Расчет на уборку в больших помещениях. Менять воду и заряжать аккумулятор не нужно. За 2 минуты это сделает уникальная станция обслуживания, аналогов которой в мире нет. Сейчас она проходит испытания. В идеале у нас робот подъехал к станции обслуживания, заменил все расходники свои, конкретно воду, грязную воду слил, аккумуляторы поменял. После этого отъезжает и едет убирать, мыть полы. Настройку комплекса делают с помощью джойстика. То есть выставляем его, чтобы робот определился в системе, после чего мы запускаем скрипт, который у нас уже его автоматически начинает по точкам, по карте чистить с помощью самого короткого пути. Разработка новая, поэтому у робота есть и недостатки. На данный момент робот спокойно ездит в помещениях 10 на 10 метрах. Если помещение больше, чем это, у него начинаются проблемы с позиционированием. В дальнейшем хотим разработать, чтобы он еще в больших помещениях ездил. Для этого нам нужно установить дополнительные датчики, мы этим занимаемся. Все хорошо. Роботы будут экспортироваться как франшиза и тем самым привлекать инвестиции в Якутию. Их будут сдавать в лизинг клиринговым компаниям. В планах у разработчиков создать целый завод по производству роботов на базе Северо-Восточного федерального университета. Александр Зубехин, Владимир Павлов, Якутск.